скажите вопрос. Кто из вас знает, что спортом заниматься это полезно? Вы все это знаете, согласны? Но помогает ли нам это знать? Вы не понимаете? Мы знаем, что заниматься спортом полезно. Мы не действуем, ничего не делаем. Мы говорим, я знаю, что это полезно. А вы знаете почему? Что нас держит? Мы умом все понимаем, что это очень полезно. Особенно спорт надо заниматься после 30 лет. А мы до 30 лет занимаемся. И так, когда ты сильный. И так у тебя здоровье хорошее. А потом мы после 30 уже лен растет, уже хуш нами бьет. То мы не можем чехел буда, мы ту ерунда уже порой. Без анжота анжима не видим. То есть вот начнем жить свой прошлое. Так? Теперь внимание обратите. Почему мы так делаем? Почему мы умом понимаем, но реально не используем? Почему у нас воля не хватает? Потому что когда-то вы занимались спортом, но вы это делали через страдания. Внимание. Вы это делали через страдания. То есть на мышечной память формировалось ощущение. То есть вы заставили себя и формировалось вот это ощущение страдания. Когда ощущение страдания формируется, человек умом понимает, но не может. Он хочет, но не может. Книга единственное, что формирует скорость мышления человека. Она скорость создает. Умственная скорость – это то, что необходимо. И это я сразу вижу. Если вы 20 лет готовите плов, вы зайдете в базар, видите, из какого риса какой плов получится. Согласны? Да или нет? Хасо, хату говори, да могу чанкела гушмегнать. А мне достаточно посмотреть на лицо человека. Точно могу вам сказать, когда этот человек книги читал. Потому что видно, когда долгие годы работаете, уже потихонечку опыт появится. Вы поймете, о чем человек хочет думать, и как он, что собирается делать, что творится у него. В голове у него какая комбинация мыслей. Если у него неясные мысли, у него поступки все хаотичные. Его жизнь полно, он куда бы ни смотрел, полно проблем. Это все отражается на его сознании. И это видно. Значит, второе, что надо делать, сам процесс. Почему мы книги не читаем? Кто из вас точно понимает, знает, что книги читать, это полезно. Лидия Леди сказала. Нет, кто это понимает? Я хочу видеть. Кто реально это понимает и знает. Согласны? А кто реально это делает каждый день? Честно. Не берите, честно скажите. Вот внимание. Теперь, интересно, почему мы это не делаем? Мы заняты, правда? Мы это думаем, что заняты. На самом деле нет. Вся проблема в том, что когда-то процесс чтения, стремления к учебу формировался через страдания и ощущение, что это якобы неважное. Поняли, да? А вот это такое ощущение формировалось. Поэтому так, нам нужно сейчас с вами состояние страдания привести к удовольствию. Вот это получение знаний должно стать некий оргазм. Оргазм получили когда-нибудь? Ребята, я серьезно? Что, даже этого не получили? То есть, получается, что у вас должен быть такой подход ко всему. То есть, максимально получать удовольствие от того, что вы делаете. Максимум. Это необходимо, оказывается. И это означает, что ты живешь с этим. Ты просто... У вас бывало, что какую-то работу вы делаете, вообще не устаешь. Целый день работал. Вообще не устал. Бывало такое? Потому что вы были в этом ладу, в этой энергии. Вот она, что надо делать. Мне люди говорят, да ладно, как вы вступаете с 7 утра до 12 ночи? Я говорю, я не вступаю. А вы что делаете? Я говорю, я живу этим. Я действительно этим живу. Они говорят, как можно 14 часов разговаривать? Я сказать, не разговариваю, я общаюсь. Я делюсь, я живу этим. Это очень... Кто из вас устает, что дышит каждый круглосуток? Я это не живу. Это очень важно понимать. Поэтому вот этот процесс, это второе. Третье, теперь я буду говорить. Дорогие мои, следующая вещь, надо понимать. Третья вещь. Информация сохраняется в объектах. Информация не может сохраняться в эфире. Любой мысль – это есть информация. Но она прилетает, улетает, прилетает, улетает. Если вы его не формируете, результата не будет. Что это
Значит, информация сохраняется объектом. Понимаете? У вас, например, бывает, вы проходите по улице, видите какой-то ресторан и вспоминаете, в этом ресторане была свадьба моего племянника. Потом вспоминаете, как она произошла, что-то. Или вы смотрите какую-то фотографию, вспоминаете, где фотографировали, как это было и так далее. То есть получается, что информация сама по себе воздуха не держится, но она сохраняется объекта. Значит, надо много писать. Надо сосцепляться какими-то образами. Тогда вы его быстрее запоминать будете, быстрее использовать будете. Следующая вещь. Нужно формировать на мышечный память. То есть у вас все помнит, то, что в школе учился? Вряд ли, согласны? То, что в школе учились давным-давно не забыли. Это, я был отличником, все формулы химия, математика, сколько учился, вы даже не помните. Я ничего не помню, вы верите, ничего не помню. А теперь, если вы один раз научились ездить на велосипед, она не забывается. Мышечная память позволяет нам запоминать вечно. Это как на камень написал. И она формирует навык. Например, если вы один раз научились ездить на велосипед, вот вам будут 90 лет, вы будете ездить. Чуть-чуть энергии, вы будете ездить. Точно так же мы должны формировать навыки. Мы не должны теоретически слышать, вы забудете. Мы должны одновременно формировать некие навыки, которые, когда в жизненной ситуации происходит, мы должны это использовать. И одновременно мы должны использовать все параметры мозга. Когда я буду говорить, вы должны смотреть сюда на экран, чтобы видеть. Например, я буду говорить, например, яблоко. Яблоко, да? Я сказал яблоко. Какое яблоко тебе представили про мной? Зеленый. А вы? Красный. Вы? Зеленый. Вы? Красный. Вы? А теперь, где было яблоко? Где он был? Просто воздух вот так здесь стоял? Где были яблоко? Стоп. Где? Вы в руках подержал? Нет, на столе. На столе. Вот видишь, уже появилось. Ты какое яблоко представил? На дерево. А вы? На дерево. Ага. Теперь внимание обратите. Когда я буду говорить яблоко, вы представили каждое то яблоко, которое вы симпатизировали. На самом деле. А теперь у каждого из вас будет своя яблоко. Но важно, чтобы вы представили ту яблоко, которое я имею в виду. Если вы не будете представлять ту яблоко, которое я имею в виду, будут абсолютно конечный результат разные. И поэтому, когда я говорю, вы должны зрительно видеть этого. Мы делаем очень хороший тренинг. Открывайте один листок, вырвайте из тетради, вырвайте один листок. Поскольку у вас своя мозги у каждого, сейчас держите вам видно. Каждый вердет, вот возьмите один листок, чтобы вы очень хорошо поняли. Держите листок, пожалуйста, в руках. Внимание. Ручку оставьте в сторону, чтобы она вам не мешала. Ручку. И теперь, внимание, какая картина? Вы должны делать то, что вы поняли, правда? Не смотреть друг друга. В конце концов, вы же не видите, что творится у него в голове, правильно? Вы же не видите, правильно? Поэтому каждый из вас, ребята, должен делать так, как понял. У вас есть бумага. Вот эта бумага в руках. У каждого есть, правильно? Пожалуйста. Не смотреть друг друга, не смотреть. Если вы будете смотреть, вы будете подражать другого. Вы должны собственным мышлением двигаться. Что вы поняли, то и делайте. Договорились? Что вы поняли, то и делайте. Вы еще новый листок взяли. Что вы поняли, так и делайте. Сложите бумагу, порвите правый угол. Сложите бумагу, как поняли, так и делайте.